Дорогие друзья, мы сегодня будем заниматься рукоделием, и сегодня нас пригласила 25-я школа города Якутска, педагог по труду Валентина Александровна Дынина. Она нам покажет сегодня два интересных мастер-класса. Итак, для того, чтобы создать салфетку, нам нужен шнур, ножницы, булавки первоначально, швейная машина, у которой есть функция зигзаг. На бытовых швейных машинках сейчас на всех есть зигзаг. Выбираем максимальный режим и приступаем к работе. По моим ощущениям, хлопок, он более плотный, его после стирки не так сильно деформируется, можно пройти утюгом с паром, и салфетка приобретает свой размер, так скажем. Еще, если выбирать по цветам, то на самом деле из хлопчатобумажного шнура тоже огромное количество разных цветовых гамм, поэтому выбираем хлопок. Мы берем начало нашей веревочки, маленько подрезаем, если она маленько растрепалась, и очень туго скручиваем вокруг. Туго. Можно, конечно, и подклеить, но клея у нас сегодня нету, поэтому мы скручиваем по кругу. Скалываем булавками крест-накрест, чтобы наша улиточка не распустилась. Да, не распустилась. И можем приступать к работе. А на какой выставляем режим? Зигзаг. Зигзаг. Да, здесь зигзаг, потому что вот надо захватить. обшивать, да, и то есть захватить правую и левую сторону. Угу. Так, и работаем мы против часовой стрелки. Так, если мы начинаем отсюда. Сначала хаотично, потому что нам надо закрепить сердцевинку. Главное делать это очень аккуратно, так как мы можем задеть рабочей иголкой булавку, и тогда наша иголка рабочая пострадает. Вот таким вот образом. Так, чуть-чуть мы тут переплелись. Убираем наши булавочки. То есть вот начало как бы есть. Да, начало есть, да. Так, здесь мы сразу обрежем лишние ниточки, чтобы они нам не путались. А вы давно шьете, да, Валентина? Ой, во мне открылся этот талант, когда родился сын. Сейчас ему 12, поэтому, добрых 12 лет. Когда еще сердцевинка маленькая, нам необходимо каждый раз лапку поднимать, чтобы строчка прокладывалась аккуратно и захватывала внутренний и внешний шнур. А когда она станет побольше, уже можно просто поворачивать в ходе работы. Вот так вот против часовой стрелки. Прошиваем против часовой стрелки? Спиральку мы закручиваем против. Да, и поэтому. А иголка должна, мы скручиваем, сшиваем то, что основа, и внешнюю и внутреннюю. Шнурок, да, поэтому Да, мы должны захватить обе стороны шнура. Так, смотрите, какой у нас моток огромный. Мне кажется, мы можем даже из этого мотка сшить целое покрывало. В среднем необходимо 12 метров. На салфетку 30 сантиметров. Если мы среднее расстояние салфетки для тарелочки и для приборов, там вилка, ложка, бокал, да, или стакан, то это 30 сантиметров, может 35-40. И в среднем длина шнура, если берем хлопчатобумажный, да, с этим диаметром, то это 12-15 сантиметров. А здесь есть еще небольшая тонкость. Нам необходимо каждый раз придерживать шнур. Придавливать. Да, придавливать к основанию, к столику рабочей поверхности, чтобы он не начал волниться.
А когда наше изделие начинает выходить за пределы рабочей поверхности швейной машинки, мы можем подложить сюда книги. Ну, чаще всего это делается при помощи книг, да, размер. И продолжаем свою работу. Это делать для того, чтобы не начали образовываться волны и не появлялись борта, если мы делаем салфетку. И в такой технике выполняют не только салфетки, но и своего рода текстильные корзинки. Ну, допустим, для хлебобулочных изделий. Да? У меня, допустим, дома очень долгое время такая корзинка стояла в прихожей для всяких мелочей. Ключи, там, да, это сигнализация и так далее, и так далее. А также делаю даже сумки большие, из большого формата. То есть они такие кругленькие, да? Она круглая, потом сложится пополам, и вот такая она полукругом получается. Корзины, у меня есть тоже дома корзина большая, так, в такой же технике сшита. То есть это по кругу делается? Да? Можно придать овальную форму. Использую уже другую. В такой технике мы делаем большую круглую салфетку. Можно показать, как делать борта. Если мы хотим сделать, допустим, ну вот для чего-нибудь, там, допустим, для ваты, для ватных дисков, для ватных палочек, да, небольшую корзиночку, то мы просто берем, поднимаем максимально и дальше продолжаем шить в такой технике, и образовываются бортики. А давайте сделаем сейчас подставку под стакан с небольшим бортиком. Давайте. Просто поднимаю и вот так вот прям держу, пока бортики не образуются. А потом как красиво это все закрыть как бы? Мы отрезаем буквально 10 сантиметров, да? Если нам нужна петелька, мы образовываем вот так вот петельку и прошиваем чуть-чуть вместе до образования петельки, чтобы можно было подвесить там, да, или куда-то взять. Если мы хотим до конца, то мы просто ее прячем внутрь, в край. А если это салфетка, которая используется для приборов, то наоборот прячем в ту сторону, где ее не будет видно. Вот таким вот образом. Вот. Все. Вот такое маленькое блюдечко у нас получается. Обрезаем ниточки. Чуть-чуть руками придаем ей форму. Все. Вот. Как здорово. Слушайте, Красота друзья, готова. ведь можно и кашпо вот таким вот образом, да, сшить, например. Это вообще вот для меня вот чудо, да, я думала, боже, а как они это загибают? Оказывается, все так просто. Ой, это так полезно, это классно. Хочется для вот этих вот дисков, да, какую-то вот, ну, такую корзиночку. А потом ведь и можно, допустим, вот ее увеличить. Да, поднять. Ну, поскольку, да, допустим, под какой размер вот вам необходимо это сделать, например, стаканчик для дисков. Ну, он немножко широковат, ну, допустим. Вот. И потом по такой же технологии отдельно крышечку, да? Да, крышечка тоже сшить. делается по прямой. И Так, сверху можно давайте так. Очень интересно, просто вот захватывающе. Мне это очень понравилось. И я вот возьму прям на вооружение. Сегодня попробую даже дома изготовить вот такое изделие. Вот это бельевая веревочка. Сколько она стоит? Это не бельевая А что веревка, это? это специальный хлопчатобумажный шнур. Он еще используется для плетения макраме. Так. Очень многие женщины у нас начали увлекаться этим. Есть даже специализированные магазины, где продают именно этот шнур. А сколько он стоит примерно?
А там в зависимости от килограммов, по-моему, вот этот вот я покупала за 3200 рублей. Мгм. Но Но его здесь представляете, много. сколько можно всего там изготовить? Ну и примерно прикиньте, сколько стоят такие изделия, допустим, даже пусть из пластмассы, да, Мгм. вот. А это столько тепла, столько тактильного, вот такая она приятная на ощупь. Справится даже ребенок, Да, и потому что ребенок ничего может сложного в этой справиться. технологии Абсолютно, нету. вот, да. Работа с зигзагом, просто аккуратно Мгм. по кругу, никуда не торопясь, сильно Вот нитки не какая тянуть, красота не ослаблять. получилась. Замечательно, вообще здорово. Мгм. Скажите, а могут ли отличаться вот эти изделия? Допустим, вот этот шнур, он уже, во-первых, он и тоньше, по-моему, да? Мгм. Вот так Да, вот, тоньше, да. немножечко, чуть-чуть потоньше. Но наверняка он стоит дешевле, да, Да. я так думаю, потому что это все-таки искусственная ткань, ну, как, в общем, использована, да, вот Мгм. материал использован искусственный. А, Из него можно вот такое вот подобное Да. сшить? Возможно, оно будет не совсем такое прочное, Да? да? Ну, Мгм. честно, я не пробовала. Я Мгм. шила из такой пряжи текстильную корзинку, Мгм. но она, в принципе, тоже свою форму держала. Держала Да. форму. И еще вот такой вопрос. А вот, допустим, она намокла. Может она там как-то усесться там? Или, допустим, постирать придется, вот, ну, необходимость такая возникнет. Но мне кажется, Как? что любое, Немножко да, подсядет ведь? хлопчатобумажное Да. любое сырье, оно садится при Мгм. стирке, но Мгм. опять же, если обработать его паром, Мгм. утюгом с паром пройтись, да, Мгм. либо парогенератором, оно вернет свою форму. А можно еще и натянуть, наверное, да, на Накрахмалить что-то? даже можно. Накрахмалить или натянуть на, ну, растянуть, допустим. Мгм. Найти вот примерно какую-то банку стеклянную или что-то такое вот твердое по Мгм. размеру, да, и Форму можно принимает, ага. и придать форму. Блюдечко. Если бы мы продолжили дальше, вот это блюдечко превратилось бы, ну, в стаканчик, да, Да. или в чашку. Можно вот подстаканник под горячий, допустим, чай там или небольшой ковшичек, да, Мгм. по утрам. Можно использовать, допустим, если сюда Мгм. положить пергаментную бумагу, да, либо какую-то бумажную красивую салфетку, как порционная там для булочки, для Мгм. выпечки. Вот Мгм. себе в чай отдельно Мгм. в кружке, да, сюда печеньки и И, пожалуйста, да. да, Постирать можно вот, ну, да. запросто, отпарить утюгом, и все это вернется в прежнюю форму Мгм. свою. То есть, единственное, меня как-то смутила все-таки цена. 3000, Но здесь но вот из этого вот из этого, мотка, ну, да, допустим, что получится? Получится большое какое-то изделие? штук 6 Или салфеток получится. 30 на 30? Да. Мгм. Ну, на среднюю Да. семью, на средний кухонный стол 4, Мгм. допустим, и хлебница, да, к примеру, если это брать как-то Ну, то комплектом есть делать. комплект, да, Да. и получится чудесный комплект своими руками. И самое вот ценное, это действительно, самое ценное, это ты изготавливаешь сам. И вот это вот, не знаю, ощущение, что это выполнено Своими собственными руками, для руками, уюта, своими для руками, тепла, да, да. да. Здесь еще ценовая политика в зависимости от килограммов, сколько Мгм. метража в этом мотке. Есть Мгм. поменьше, есть побольше. Мгм. И еще есть такой метраж, допустим, вот здесь внутри есть сердечник. Он идет, по-моему, подороже. Как бы в М. ценовой политике не сильна в этом вопросе, как бы. Мгм. Поэтому здесь Ну, цены то есть, очень разные. если там внутри еще одна веревочка, сердечник, Да. как вы говорите, Мгм. получается, видимо, это делается для того, чтобы это была Более более плотный. плотной и более долговечной, скажем Мгм. так, да? Еще я видела, Мгм. некоторые хозяйки вот этот шнур оплетают цветными тканями Мгм. и выполняют такую же работу в такой же технике. Тогда она уже не просто вот одного цвета, а с прослойками, какими-то полосками цветными. Но это оплетают, это уже техника макраме, да, или как? Нет, она Крючком или также как? шьет и Шьет. лоскут ткани, Добавляет, да? да, просто вот Вшивает. оплетает его вот так вот. То И есть вот так продолжает вот дальше продолжает. шить. А вот эти вот веревочки, лоскутки ткани, они, ну, должны быть их много, они же будут Здесь уже лопушиться на как-то. усмотрение. Их не надо подшивать никак, Нет, ничего, нет, просто вот. вот И зигзаг нарезать. их Мгм. схватывает, получается, между Мгм. собой. И то есть они не Также. будут не лопушиться, ничего, и получится вот такое вот цветное что-то, Да, да, да. изделие. Скажите, а вот если овал, например, вот мы делали вот это кругленькое, а Мгм. овальное, это что может получиться? Я видела такую корзинку для приборов, для столовых Мгм. приборов. Там лежали Мгм. вилки и А мы можем ножницы. маленькую миниатюрную корзинку сейчас приготовить? Вот из Овальную, этого да, шнурка. можем.
Давайте покажем, потому что, ну, реально это очень интересно, здорово. Я думаю, многие хозяйки возьмут на вооружение вот такую вот корзинку. Но мне очень понравилось, вот прям рекомендую, можно сказать. Вот не терпится, домой приду, обязательно попробую. Для овальной мы сшиваем сначала вот 2 шнура, придаем форму вот так, таким образом. И тоже вот этим зигзагом, да, Да, прошиваем? Здесь в зависимости от размера корзинку мы сначала делаем дно, какое нам надо. Какой-то, скажем, органайзер там где-то на туалетном столике, да, что-то вот, помады Ну складывать. вот у там нас, еще как у что-то. учителей технологий, тоже есть огромное количество инвентаря своего, Мгм. и мы тоже, в принципе, можем использовать. Здесь надо придерживать или пусть она как-то там Нет, в любом случае мы ее придерживаем придерживать каждый нужно? раз. Мгм. Лишнее не убрали тут. Ой, это интересно. Чуть-чуть съехали. Вот так бывает, когда мы вот съезжаем, да, Мгм. и у нас вот образуется здесь дырочка. Да, мы Нужно, можем. нужно вернуться, да? Ну, мы выбираем режим Назад. шитья назад. Ничего непоправимого здесь нет. Мгм. Ну, А из белевой веревки можно выполнить я такое думаю, изделие? что можно, Или но она оно рыхлая будет будет? не такое плотное. А, вот в Можно чем сделать, дело. можно, Ага. потому что я видела однажды такую технологию, когда брали опять же вот такую текстильную ткань, Мгм. слаживали ее вот таким вот образом Мгм. и прострачивали друг за дружкой, рядышком друг с другом. Мгм. Вот получается, вот у нас корзинка. Допустим, вот здесь вот, а можем мы ручки. сверху пришить ручки, да? Ну, по идее, ручки выполняются также из этого шнура. Просто в одном месте мы отрезаем и в другом месте выполняем, продолжаем шить. Сейчас я Вот покажу как, чуть-чуть. да? Давайте покажем. Но это делается с цельным шнуром, то есть обрезать его не надо. Тут обрезаются только рабочие нитки. Ну, а если, допустим, вот такая ситуация случилась, ну, вы отрезали, а мы можем дальше продолжать вот Ну шить? да, мы можем же? нарастить сейчас. Давайте нарастим, а что ж мы это мучаемся? Да? Вот. И Это мы мы сейчас застрочим. приделаем ручки для корзинки. Вообще мы можем поступить очень просто. Это Так. сделать вот так. И пришить вручную. Да. Нет, не вручную, также как? на машинке с зигзагом во внутренней стороне. Вот таким Вот образом. так вот. В одном месте, в Мгм. другом месте. Мгм. И здесь также сделаем. И Да? вот у нас получилась, да, такая, такая мини-корзинка. Да. А можно замахнуться на большую корзину, допустим, бельевую какую-то сделать, да? Ну или там разные мелочи. Для игрушек в детскую, Да, для в грязного зависимости. белья. Мгм. Вот у нас очень много обрезов ткани всяких разных, да, их тоже можно туда складировать. Да. То есть изнутри нужно Да. вот так вот, Ну, чтобы с внешней стороны она Да-да-да. была эстетичная. оказывается. Вот такая милота у нас получилась. Вот, друзья дорогие. А можно примерно вот такого плана сшить уже, ну, допустим, для домашних бытовых каких-то нужд, допустим. Вот. Очень мило, классно, приятно. Просто вот и одно ощущение, что это сделано твоими руками, да, это же здорово. Для создания уюта своими руками это самое, наверное, бесценное, что может быть, и к тому же индивидуальное. Спасибо вам огромное, Валентина, за такой чудесный мастер-класс. Ну а мы, дорогие друзья, будем пробовать.